Магомед Яндиев чертами лица очень похож на своего отца Беслана Яндиева, красноармейца, участника Великой Отечественной войны. Это единственная фотография ветерана, которая сохранилась после переезда семьи Яндиевых из Казахстана на родину в 1957 году. Боясь потерять и эту драгоценную память, они сделали несколько экземпляров фотографий. У матери спрашиваю, где они, там что-то же должно быть. Да ну, говорит, зачем они нужны? Железки, мол, детям отдали, они пораскидали их там, порастеряли. Тогда, говорит, за них никто и не думал. Сначала был у нас большой фотографии с орденами, с медалями, там еще кое-что разобрать можно было. Отдали его на реставрации, там забрал этот фотографии и пропал. И ни его, ни фотографии. Беслан Абиевич Яндиев родился в 1914 году. После прохождения службы в армии в первые же дни войны ушел на фронт. 28 августа 1943 года стрелка 7-й роты наградили медалью за отвагу. Исходя из архивных данных, Беслан в боях за деревню Мелеев Шумячского района Смоленской области уничтожил 7 немцев и вынес с поля боя 10 раненых бойцов и командиров с их оружием. В августе 1941 года деревня была оккупирована гитлеровскими войсками и полностью освобождена в сентябре 1943-го. Только после окончания войны Беслан Яндиев отправился в Казахстан в поисках своей семьи. Жизнь Беслана Яндиева оборвалась в 1964 году в возрасте 50 лет. Он похоронен на родовом кладбище в сельском поселении Нижние Очулуки. Таких героев в каждой семье немало, и большое негодование вызывают попытки некоторых оппозиционеров свести на нет заслуги ветеранов перед своим отечеством. Речь идет о видеоролике в поддержку голосования за поправки в Конституцию, в котором среди многих граждан России выразил свою поддержку ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко. Реакция оппозиции была мгновенной, и некоторые высказались с резкой критикой в адрес участников видео, назвав их предателями. Вся общественность сегодня выступает в защиту того, кто в суровые 40-е, не думая, что удостоится таких отзывов, защищал свою страну от захватчиков. При таких обстоятельствах высказываться нелестно об этих людях – это кощунственно и бесчеловечно. Я возмущен тем, что люди, которые родились в Советском Союзе, выросли в Советском Союзе, в частности в Российской Федерации, знают историю, читали, видели в фильмах все ужасы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, знают, через что пришлось пройти бойцам Красной Армии на полях сражений, через что пришлось пройти и труженикам тыла, могут не то чтобы высказаться, даже подумать что-то нелестное об этих людях. Подвиг ветеранов – это самое красноречивое свидетельство их судеб, и все они, даже после того, как покинут нас, останутся жить в памяти народа, напоминанием о жертве, принесенной на алтарь победы. А мы в благодарность должны свято беречь память и правду от любых попыток ее извратить. Харон Оздоев, Новости 24.